Сыктывкаре закрылся единственный в Коми крытый скейт-парк. Как рассказал директор заведения, молодежь просто не приняла проект. Посещаемость парка практически нулевая. И платить за аренду молодые предприниматели просто не в силах. Евгений Ершов подробнее. В помещениях еще стоит оборудование для занятий экстремальными видами спорта. Но всего через несколько дней здание опустеет. Первый и единственный в Коми скейт-парк канет в лету. Он просуществовал меньше 2 месяцев. Его открыли 3 ноября. Экстремалы были довольны. Хозяева строили большие планы на будущее. На данный момент, в принципе, парк уже хорошо довольно-таки раскручен. К нам приезжают люди из Ухты. То есть уже о парке знают в республике. Такой возможности в других городах нету пока еще. И, надеюсь, со временем будет у нас расширяться аудитория. Но всего через месяц начались проблемы. Клиентов было немного, и собранные за входные билеты деньги не покрывали арендную плату. Новый для региона метод краудфандинга, сбора денег в соцсетях и непосредственно в парке результатов не дал. По словам хозяев, многие экстремалы сетовали на труднодоступность парка. Якобы расположен он в спальном районе, и добираться до него непросто. К тому же сугубо спортивные развлечения посетителей не устраивали. Некоторые хотели каких-то развлечений от парка, но я предполагаю, что экстрим — это уже само собой разумеющееся развлечение, впрыск адреналина, и какие они еще развлечения хотели. У нас не бар и не клуб, это 2 разные стези вообще. И если хотите развлекаться, можете пойти в другие заведения. У нас спортивный комплекс, в принципе. Руководитель программы «Ты предприниматель» в Республике Коми Александр Мелихов считает, организаторы скейт-парка допустили ряд ошибок. Самое главное – отсутствие рекламы и плохая информационная поддержка. Против хозяев сыграло и то, что они не изучили спрос. Необходимо было взять всех скейтеров Республики Коми, всех их опросить, всех спросить, нужно ли им это, готовы ли они отдавать деньги, готовы ли они давать каждый день через день, чтобы ходить на тренировки и платить за эту услугу. То есть анализ прежде всего нужно было провести. Дальнейшую судьбу парка хозяева уже определили. Его разберут и продадут в другой город. Вот только демонтаж конструкций молодым предпринимателям дается с трудом. Работать приходится отверткой. Кто-то украл их шуруповерт. Как рассказали, так сказать, ветераны скейтбординга и экстрима в общем, о таком парке в свое время они могли только мечтать. Да они и жили бы здесь, говорят. И они не понимают, как современная молодежь может отказываться от такой роскоши. Ведь, согласитесь, ни расстояние, ни какие-то вымышленные причины любимому делу мешать не должны. Евгений Ершов, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.